Свежий ремонт, светлые стены и кабинеты. В городской детской поликлинике преображение. Трудно поверить, но год назад цокольный этаж выглядел вот так. Плесень, вода, которая каждый раз собирались здесь после дождя, все в прошлом. После проведения ремонта мы уже, как видите, устанавливаем в кабинетах мебель. Уже почти завершается эта работа. Скоро, значит, сюда перейдет вся административная часть. Значит, это у нас несколько кабинетов здесь. Это будет бухгалтерия, отдел кадров, экономисты, программисты. Высокие потолки, просторные помещения. Благодаря капремонту удалось создать дополнительные 50 кабинетов. Сотрудникам создают все условия. Перемены начались летом прошлого года. Проделана большая работа. Отремонтировали кровлю, сделали водосточную систему. А чтобы раз и навсегда распрощаться с плесенью, грибком и регулярными подтоплениями, строители провели гидроизоляцию цокольного этажа, убрав зеленые насаждения. Из-за того, что была плохая гидроизоляция здания, значит, вода проникала в здание, и там, значит, была сырость. Значит, после проведения этих ремонтных работ, после капитального ремонта, значит, эта проблема была устранена. В настоящее время, значит, все помещения уже сухие, да, и их можно использовать для работы. Частичный капремонт в медучреждении провели впервые с 2013 года. Тогда и открылась детская поликлиника. Поначалу она была республиканской, а с конца 2019 года стала городской. После капремонта обновилась лестница и построили пандус. Очень многие плитки они были потресканы, что могло привести в том числе и к травмам, да, если зацепятся, так скажем, да, люди, тем более, что к нам ходят мамы с детьми, они у них на руках очень часто. И в связи с этим тоже была такая опасность. Сейчас там, значит, положили специальную плитку с таким антискользящим покрытием. И также, значит, у нас там имеется пандус, прям слева от входной этой лестницы, куда можно завести детей на коляске, так скажем, да, детей с ограниченными возможностями. Ремонт в больнице позволил пересмотреть и планировку работы медперсонала. Теперь не нужно бегать по этажам. Для удобства маленьких пациентов главврач городской детской поликлиники организовала все именно таким образом, чтобы профильные специалисты находились на одном этаже, недалеко друг от друга. Очень удобно стало, потому что все на одном месте. Травматология у тебя. Я обращалась в травматологию, у меня тоже были проблемы мальчиков по травматологии. Я обращалась к нейропатологу. Очень добрые, очень вежливые врачи. А поскольку весь административный и технический персонал переводят на цокольный этаж, в освободившихся кабинетах на третьем этаже откроют новое отделение медицинской реабилитации с дневным стационаром на 15 коек. Там смогут поправлять свое здоровье дети с ДЦП, пациенты, получившие травмы и не только. В настоящее время уже издан приказ о создании у нас отделения медицинской реабилитации. Значит, в этом году тоже также идут подготовительные работы. А с 2024 года, я думаю, что это отделение у нас будет уже работать. То есть дети могут у нас уже будут получать реабилитационную, так скажем, помощь, да, по медицинской реабилитации, что включает в себя различные виды лечения на аппаратных приборах, физиолечение и так далее, да, массаж, кинезиотерапия. То есть там будет более расширен спектр этих процедур, которые в настоящее время проводятся у нас в поликлинике. В детской поликлинике также закупили новый генератор мощностью 400 киловатт, что даст возможность избежать проблем с электричеством. При отключении света он автоматически в течение нескольких секунд включается. Значит, ранее у нас был генератор, но он был маленький, чисто на центр хранения вакцин. А сейчас у нас уже генератор, который работает на всю поликлинику, и все подразделения, в том числе УЗИ, рентген, при отключении света у нас также работают. Капремонт удалось провести благодаря реализации федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, национального проекта здравоохранения. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24.